Добрый день, уважаемые жители района! Сегодня у нас 15 апреля, четверг, и мы начинаем еженедельный брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге у нас участвует начальник отдела муниципальной службы информационно-аналитической и кадровой работы Рустам Диргамутдинович Хисаматдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Передаю слово Рустаму Диргамутдиновичу. Ознакомьте, пожалуйста, с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19, в республике зафиксировано 33 803 случая заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 100 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получили 201 человек, из них в тяжелом состоянии 18, подключенных к аппарату ИВЛ 7. На амбулаторном лечении находится 3117 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 187 пациентов. Всего за период пандемии 30 079 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 406 человек. Заодно озвучьте, пожалуйста, последние изменения в указе о режиме повышенной готовности. Глава Республики Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, с 15 апреля текущего года пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции для них отменен. Спасибо за информацию. Гульназ Ришатовна, какая у нас в районе текущая ситуация по распространению коронавирусной инфекции? Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 15 апреля в нашем районе всего зарегистрировано 564 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Это плюс 12 новых случаев за неделю. Выздоровление 544, это плюс 9 выздоровлений за неделю, что составляет 97%. На амбулаторном лечении на сегодняшний день с легкой степенью заболевания находится 14 пациентов. В стационарных отделениях 4 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. И еще 3 пациента находятся с диагнозом новая коронавирусная инфекция, вирус не идентифицирован. К сожалению, в нашем районе зарегистрировано 2 случая смерти по причине новой коронавирусной инфекции. Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в районе? Мы все еще продолжаем получать дозы вакцин Гамковид-Вак или Спутник Ви, и также продолжается у нас в рабочем порядке работа прививочного кабинета. На сегодняшний день всего поступило 1530 доз вакцин в наше учреждение. В остатке на сегодняшний день находится 190 доз. Еще сегодня ожидается поставка 305 доз вакцин Гамковид-Вак. И таким образом всего в нашем районе привито на сегодня 1340 вакцинации. Из числа привитых первым компонентом охвачено 344 человека, вторым компонентом 1006 человек, что составляет 75%. То есть 1006 человек у нас полностью завершили все этапы вакцинации. Напоминаю, что вакцинация также продолжает проводиться во втором А-кабинете второго этажа старого здания поликлиники после осмотра врача-терапевта во втором кабинете. Необходимо приходить с паспортом и с НИЛСом и в течение 30 минут находиться после вакцинации в нашем медицинском учреждении. Вакцинация проводится в 2 этапа с интервалом 21 дней, и после проведения 2 компонентов вакцинации полный иммунитет формируется через 42 дня после проведения второй вакцинации. Как нам известно, в республику поступила первая партия вакцины Эпивак Корона. Чем она отличается от Спутника Ви? Ну, во-первых, это 2 вакцины, они отечественного происхождения, то есть они производятся у нас в Российской Федерации, они у нас зарегистрированы и разрешены для применения. Единственное, что они разработаны в разных научных центрах. Главное отличие состоит в том, что Гамковид-Вак имеет ослабленные элементы коронавируса, а Эпивак Корона является полностью синтетической вакциной. Вакцина
Гамковид-ВАК, она создана на основе аденовирусного вектора, который выполняет роль курьера для доставки в организм человека информацию о коронавирусе и выработки иммунитета. Для получения вакцины удаляется генетический материал аденовируса, и на его место встраивается материал с кодом белка коронавируса. Вирусные вектороносители доставляют генетический материал коронавируса в клетку организма человека, и такой новый элемент для организма человека безопасен и при этом способен стимулировать иммунную систему. То есть не надо бояться, что Гамковид-ВАК это является ослабленной живой вакциной, потому что ни аденовирус, ни белки коронавируса, они не способны размножаться в организме человека и не приносят никакого вреда организму человека. Эпивак корона создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам. Эпивак корона представляет собой смесь 3 разных химически синтезированных пептидных антигенов С-белка коронавируса, связанных с белком-носителем и адсорбированной на гидроксиде алюминия. Эпивак корона сама относится к неживым вакцинам, у которых иммунитет более-менее стойкий и длительный, чем у живых вакцин, которые мы наблюдаем при Гамковид-ВАК. Обе вакцины разрешены для пожилых людей, но запрещены для детей до 18 лет, для беременных женщин и кормящих женщин. Среди противопоказаний для вакцинации «Спутник Ви» или Гамковид-ВАК есть также аллергические проявления и повышение температуры тела. Вакцина Эпивак корона, как утверждают разработчики, напротив, подходит для аллергиков, кроме тяжелых форм аллергии, и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями вне обострения. В список противопоказаний для вакцинации Эпивак корона, помимо прочего, также попали иммунодефицитные тяжелые заболевания и заболевания системы кроветворения, эпилепсия, инсульты и другие заболевания центральной нервной системы. То есть Эпивак корона более она идет щадящая для лиц пожилого возраста, которые имеют хронические заболевания, а также лиц, которые в анамнезе имеют аллергические реакции и которые опасаются вакцинации Гамковид-ВАК. После вакцинации первым компонентом вакцины «Спутник Ви» можно ли вторым компонентом вакцинироваться Эпивак корона, если на момент обращения не окажется спутника Ви? Безусловно, такой метод не рекомендуется, потому что я уже сообщила выше, что Эпивак корона и Гамковид-ВАК корона, они совсем разные по составу, поэтому здесь необходимо придерживаться принципа, что если вы прививаетесь первым компонентом определенной вакцины, второй компонент также должен быть идентичен, потому что они после двухкомпонентного проведения вакцинации усиливают свое взаимодействие и, наоборот, это формирует стойкий иммунитет. И еще такой вопрос. Можно ли самостоятельно выбрать вид вакцины при записи через портал госуслуг? При записи на вакцинацию через портал государственных услуг пациент выбирает удобное для него время и дату явки в наше медицинское учреждение. А выбор вакцины препарата остается, конечно же, за врачом, который будет осматривать вас до вакцинации. Лечащим врачом будет учтен весь спектр показаний, противопоказаний индивидуально относительно вас, и после разъяснительных бесед, конечно же, будет выбрана одна вакцина по обоюдному согласию больше всего, потому что у нас вакцинация является добровольной процедурой, и перед вакцинацией должна провестись разъяснительная работа пациенту лечащим врачом. Напоминаю еще, что у нас открылась возможность записи через телефон 56182 в электронном расписании нашего прививочного кабинета. Благодарим вас за подробную информацию. Теперь перейдем к другой теме. Как мы уже ранее сообщали, 16 апреля в районе пройдет республиканское мероприятие «Съезд башкирского рода Каргыз». Более подробнее о мероприятии нам расскажет Рустам Дергамтинович.
В рамках Года истории башкирского народа и республиканского форума «Ару Агасы» Всемирный Курултай Башкир запустил новый проект «Съезд башкирских родов». 16 апреля, то есть завтра, в селе Верхний Иркиев состоится съезд рода Кыргыз, представители которого помимо Илишевского района проживают на территории Бакалинского, Краснокамского, Туймазинского и Шаранского районов. Основные мероприятия пройдут в районном дворце культуры и на центральной площади в селе Верхний Иркиево. В районном дворце культуры мероприятия начнутся с 10 часов, а на центральной площади с 14 часов. Здесь будут организованы выставка национальных костюмов и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по народным промыслам Илишевского района. На съезд приглашены представители рода из разных районов республики, эксперты, историки и краеведы. В рамках ЕНА выберут главу рода, проведут презентацию герба. В празднике также примут участие детско-юношеский телеканал «Тамыр» и детский литературно-художественный журнал «Акбузат». Тамыровцы в гимназии номер 1 села Верхний Иркиево приглашают семьи, знающие свои родословные, хранящие родовые реликвии, воспитывающие детей, опираясь на традиции. Юные гости сначала посмотрят первый анимационный сериал на башкирском языке «Нурбыстан». Для них проведут конкурс «Умник рода Уран», различные игры с призами. По окончании состоится профессиональная фотосессия для межрегиональной выставки «Семейные корни». Завершится ЕН гала-концертом районного фестиваль-конкурса «Біздің göктар Құяш Нурдар яғы, Қонақсылық яғы, Ер яғы», в котором примут участие финалисты конкурса. Добро пожаловать на мероприятие. Уважаемые илишевцы, мы напоминаем вам телефоны горячих линий, вы видите их на экране. На этом наш брифинг завершается. Встретимся с вами в следующий четверг. Всего доброго и не болейте!